Сегодня у нас урок математики, 5 класс. Тема урока – порядок выполнения действий, выражения. Девизом урока я выбрала слова Ломоносова. Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. Сегодня на уроке нам предстоит повторить правила, определяющие порядок выполнения арифметических действий, схему и программу выполнения действий, выражения. Научиться различать арифметические действия разных ступеней, выражения, определять порядок выполнения арифметических действий, выражения, составлять программу выполнения действий и записывать выражения по программе вычисления. Начнем урок с гимнастики ума, устный счет. Упростим выражение. Первое. 2а плюс 7а равно 9а. Второе. 8х минус 7х равно х. Третье. 5y плюс y равно 6y. Следующее задание. Определим порядок выполнения действий в числовом выражении. Первое действие будет 315 делим на 35. Второе действие – разность 41 201 минус первое действие. Третье действие – 21 умножаем на 3. И четвертое действие – сумма. Ребята, с помощью каких действий мы решаем примеры? Когда мы работаем с различными выражениями, включающими в себя числа и переменные, нам приходится выполнять большое количество арифметических действий. Когда мы делаем преобразование или вычисляем значения, очень важно соблюдать правильную очередность этих действий. Иначе говоря, арифметические действия имеют свой особый порядок выполнения. Давайте с вами вспомним, что же такое числовое выражение. Это такие выражения, которые составлены из чисел, знаков арифметических действий и скобок. Например, сумма 3,5, разность 10,1, частная 40,8 и выражение 50 плюс 6, все это умножаем на 2. Арифметические действия бывают. Действие первой ступени – сложение и вычитание. Действие второй ступени – умножение и деление. Действие третьей ступени – возведение числа в степень. Рассмотрим правила выполнения действия. Первое. Если выражение нет скобок и оно содержит действия только одной ступени, то их выполняют по порядку слева направо. Например, первый пример. 150 минус 50 плюс 25 плюс 34 минус 59. В числовом выражении нет скобок. Действие только первой ступени. Выполняем слева направо. Первое действие 150 минус 50 равно 100. 100 плюс 25 равно 125. 125 плюс 34 равно 159. И 159 минус 59 равно 100. Второй пример. 240 делим на 40, умножаем на 12, делим на 9, умножаем на 15. В числовом выражении нет скобок. Действие только второй ступени. Выполняем слева направо. Мы 240 делим на 40 равно 6. 6 умножаем на 12 равно 72. 72 делим на 9 равно 8. И 8 умножить на 15 равно 120.
Правило номер 2. Если выражение содержит действие первой и второй ступеней, и в нем нет скобок, то сначала выполняет действие второй ступени, потом действие первой ступени. Например, 1000 минус 25 умножить на 3 делим на 15 плюс 88 делим на 11. В числовом выражении нет скобок, но оно содержит действие первой и второй ступеней. Первое действие 25 умножить на 3 равно 75. 75 делим на 15 равно 5. 88 делим на 11 равно 8. Все это действие второй ступени. Далее. 1000 минус 5 равно 995. 995 плюс 8 равно 1003. Это действие первой ступени. Следующее правило, номер 3. Если в выражении есть скобки, то сначала выполняет действие в скобках, учитывая при этом правила 1 и 2. Например, 360 делим скобка 62 плюс 14 умножить на 2, скобка закрывается, плюс 10 умножить на 5. В числовом выражении есть скобки. Сначала выполняем действие в скобке. 62 плюс 14 умножить на 2 равно 62 плюс 28 и равно 90. Далее 360 делим на 90 плюс 10 умножить на 5 равно 54. В выражениях, содержащих скобки, можно эти скобки не писать, если при этом порядок выполнения действий не изменяется. Разность 53 и 12 плюс 14. Скобки убираем. 53 минус 12 плюс 14 будет 53 минус 12 – 41, и 41 плюс 14 равно 55. Изменять порядок действий можно на основе свойств сложения, вычитания и умножения. Вспомним свойства сложения и вычитания. Первое. А плюс Б равно Б плюс А. А плюс Б плюс С равно А плюс Б плюс С равно А плюс Б плюс С. А минус сумма Б и С записывается А минус Б минус С. А плюс Б минус С можно записать следующим видом. А плюс Б минус С, если С меньше Б или С равно Б. А плюс Б минус С можно записать другим способом. А минус С плюс Б, если С меньше нуля или С равно А. Свойство умножения. А умножить на Б равно Б умножить на А. Второе. А умножить на Б умножить на С равно Б умножить на А умножить на С. А умножить на 1 равно 1 умножить на А равно А. Определим порядок действий. Первое А. 87 плюс 54 умножить на 14 плюс 32. Первое действие 54 умножить на 14. Второе действие плюс 32. И третья сумма 87 плюс второе действие. Б. Здесь у нас правильно указан порядок действий. 8 умножаем на 9 – это первое действие, плюс 28 – второе действие, умножаем на 10 – третье действие, и от 1998 отнимаем полученное третье действие, это будет четвертое действие. В. 50 делим на 2 – первое действие. Далее минус 3 – второе действие.
и минус 1 третье действие. Пример Г. Первое действие 24 минус 13. Умножаем на 4 второе действие. 7 умножить на 3 третье действие. 111 плюс второе действие – это будет четвертое действие. И разность – это пятое действие. Найдем значение выражения. 322 делим на 23, умножаем на 70, минус 161 умножить на 9, делим на 69. Расставим действия. Первое действие, второе действие, третье, четвертое и пятое. Первое действие. 322 делим на 23, получим 14. Второе действие. 14 умножить на 70 равно 980. Третье действие. 161 умножаем на 9 равно 1449. Четвертое действие. 1449 делим на 69 равно 21. И пятое действие. 980 минус 21 равно 959. И записываем ответ 959. Каждое выражение задает программу своего вычисления. Она состоит из команд. Например, программа вычисления значений выражения 3 умножить на 15 минус 72 делим на 8 состоит из команд. Первое. Перемножить числа 3 и 15. Вторая. Разделить число 72 на 8. И третья команда. Вычесть из результата первого действия результат второго действия. Схема вычисления. Мы 3 умножаем на 15 равно 45. 72 делим на 8 равно 9. 45 минус 9 равно 36. Следующее задание. Составим программу вычисления значения выражения. 381 умножить на 29 минус 7248 делим на 24. Программа вычисления. Первое. Умножить 381 на 29. Второе. Разделить 7248 на 24. Третье. От результата выполнения команды 1 отнять результат выполнения команды 2. Запишем эту программу в виде схемы и найдем значение выражения. 381 умножаем на 29. Получается 11049. 7248 делим на 24. Получаем 302. 11049 минус 302. Получим 10747. Выполним действие по схеме. 620 делим на 31 равно 20. 20 плюс 5 равно 25. 2 умножить на 34 равно 68. 70 минус 68 равно 2. И 25 умножить на 2 равно 50. Запишем выражение по следующей программе вычислений. Первое. Сложить числа 215 и 748. Вычесть из числа 591 число 318. Получаем 273. Перемножить результаты команды 1 и 2. 963
умножаем на 273 и найдем значение этого выражения. 262 899. Составим схему вычисления и найдем значение выражения. 86 умножить на 12 делим на 18 плюс 1414 делим на 14. Схема. 86 умножаем на 12, получаем 1032. 1032 делим на 8, получаем 129. 1414 делим на 14, получаем 101. И 129 плюс 101 получаем 230. Рассмотрим задачу. Нам дан прямоугольник с размерами 2 см и 5 см и квадрат со стороной 2 см. На сколько квадратных сантиметров площадь прямоугольника будет больше площади квадрата? Решение. Мы запишем выражение. 5 умножить на 2 – это площадь прямоугольника. Минус 2 умножить на 2 – это площадь квадрата. Получаем 10 минус 4 равно 6 квадратных сантиметров. И записываем ответ на 6 сантиметров. Рассмотрим следующую задачу. Составьте выражение для решения задачи. В классе 25 человек. После уроков 7 человек пошли домой, а остальные разбились поровну на 3 команды для игры. Сколько человек в каждой команде? Решение. По условию задачи мы составим выражение. 25 минус 7 в скобочках, и все это делим на 3. 25 минус 7 – 18. 18 делим на 3 будет 6. 6 человек в каждой команде. И записываем ответ. 6 человек. Следующая задача. За 2 десятка яиц и 3 килограмма муки заплатили 324 сома. Известно, что 1 килограмм муки стоит 48 сомов. Сколько стоит десяток яиц? Решение. Пусть 1 десяток яиц стоит х сомов. По условию задачи составим уравнение и решим его. 2 умножить на х плюс 3 умножить на 48 равно 324. 2х плюс 144 равно 324. 2х равно 324 минус 144. 2х равно 180. И находим значение х. 180 делим на 2. Х равен 90. То есть 90 сомов стоит 1 десяток яиц. И записываем ответ. 90 сомов. Подведем итоги урока. Какие арифметические действия относятся к действиям первой ступени, к действиям второй ступени, к действиям третьей ступени? Сложение и вычитание – это действие первой ступени. Умножение и деление – это действие второй ступени. Возведение числа в степень – действие третьей ступени. В каком порядке выполняет действие в выражениях без скобок, если в него входят действия одной и той же ступени? Если в выражении нет скобок,
и оно содержит действия только одной ступени, то их выполняют по порядку слева направо. В каком порядке выполняет действие выражение без скобок, если в него входят все арифметические действия? Если выражение содержит действие первой и второй ступени, и в нем нет скобок, то сначала выполняет действие второй ступени, потом действие первой ступени. В каком порядке выполняет действие выражения со скобками? Если в выражении есть скобки, то сначала выполняет действие в скобках, учитывая при этом правила первое и второе. Ребята, наш урок окончен. Я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Спасибо за урок.